Засуха уничтожила в Башкортостане около 200 тысяч гектаров посевов. Данные озвучили в Минсельхозе Республики. Всего под урожай посеяли 1 миллион 800 тысяч гектаров. Обсудим эту тему, а также продовольственную безопасность, цены на продукты питания вместе с гостем программы «Интервью». Сегодня вместе с нами вице-премьер, министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов. Ильшат Ильдусович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с посевов. Как идет уборочная кампания? Прогнозы были самые такие, риски закладывались большие, да? Оправдался ли он? Каждый сельскохозяйственный сезон для нас это новая история, это новые темы, это новые вызовы. И в этом году у нас получился повторяющийся десятилетний цикл засухи, к чему мы очень готовились всегда, поэтому, вы, наверное, слышали, мы все время говорим, что мы заготавливаем корма на 1,5 года. Да? Вот как раз этот момент наступил, мы повторяемся 98 год, 2010 год и 2021 год уже вошел в нашу историю как одни из самых засушливых периодов и одних из самых тяжелейших вызовов, на которые сегодня аграрии отвечают. Поэтому для сравнения, да, если в прошлом году мы получили более 4 миллионов тонн зерна, то в этом году мы получим не более 2. Но могли бы получить максимум 500. Да. Поэтому сегодня аграрий стал другим. Сегодня аграрий является одним из основных потребителей цифровизации и новых технологий. Это нам позволило жесточайший засушливый год в этом году получать урожаи. В этом году мы, надеюсь, что полностью будем иметь, закрыть свои потребности в нашей республике. Да, наши внутренние потребности будут закрыты по итогам этого сельхозгода, но и какая-то часть останется для продажи внутри России и на экспорт. По каким критериям еще можно оценить ущерб от засухи и какие меры принимаются для того, чтобы снизить вот этот ущерб? В этом году на сезон 2021 года аграриям было вложено самое большое количество денег за последние 20 лет. То есть 3 года, 18, 19, 20 мы росли достаточно хорошими темпами. Какая сумма, Ильшат Ильдусович? В этом году на сезон мы откредитовались где-то около 15 миллиардов рублей. Все вместе. То есть аграрии, маленькие фермеры, небольшие, средние, крупные компании. То есть мы купили огромное количество элитных семян, удобрений, качественных ГСМ, техники немерено. Да, вот это все вложили. И мы ожидали, что минимум 5 миллионов будет. То есть аграрий сделал все возможное, что он должен сделать по технологии, что это очень важно. Но, к сожалению, погода решила, что в этом году будет засушливый период. Да. Несмотря на этот засушливый период, мы свои внутренние потребности закроем. Для понимания, в этом году идет в среднем 15-17 центнеров с гектара, но мы ожидали в этом году 25-35. Да. Если бы год повторился 20-й, то бы у нас легко бы получили 5 миллионов, потому что все сделано по технологии. В этом, конечно, огромное спасибо нашим аграриям. Как республика помогает аграриям в этой непростой ситуации? В первую очередь мы занимаемся организационными мероприятиями. Все, что мы сделали за последние годы, это управление через обучение. Да, огромное количество мероприятий, так называемых дней полей. Вот мы 5-й закончили, плюс еще где-то около 10-12 таких мероприятий. Мы сегодня создаем возможности для наших аграриев, для всех субъектов экономики, как для малого бизнеса, так и для крупного бизнеса, чтобы им было комфортно, чтобы они, недалеко уходя, могли получить у себя дома разные технологии, которые являются лучшими в мире. Да, то есть поэтому День поля как раз это обучение, это общение, это поиск решений на новые вызовы. Следующий год будет другой. И следующий год мы ожидаем, что еще хуже будет, чем 2021 год. Надо всегда готовиться к худшему. В связи с этим какие меры принимаются сейчас? Сегодня мы пересматриваем нашу структуру площадей, это первое. Второе, мы смотрим уже сорта засухоустойчивые. Третье, конечно же, будем заниматься мелиорацией, которая очень и очень необходима для крупных индустриальных животных ферм, которые мы сегодня строим. Поэтому сегодня идет процесс обсуждения на посев озимых 2022 года. Мы еще решение не приняли, сколько будем сеять, что сеять, в зависимости от погоды и в зависимости от ожидания будущего года. К сожалению, прогнозировать, наверное, очень сложно, но у нас в голове должно быть несколько вариантов сценария в связи с тем, что как сложатся погодные условия. Мы должны быть готовы ко всему. Продовольственная ситуация в этом году, какой вы ее ожидаете, да? Продовольственная безопасность, точнее, и на следующий год в связи с такими, опять-таки, негативными сценариями, возможными развития событий? Продовольственная безопасность Республики Башкортостан обеспечена на 100%.
Я уверен, что и в этом году, и на следующий год мы производим продукции больше, чем сами потребляем. Да? Поэтому у нас и экспорт развивается, и переработка развивается. Поэтому здесь никаких даже сомнений нет, что республика себя не обеспечит. Но еще мы констатируем, что все-таки в личных подсобных хозяйствах скота стало больше, земли стало больше, огородов стало больше. Ну, наверное, наше традиционное, что все-таки мы в огороде тоже работаем, это тоже нельзя исключать. Поэтому сельхозперепись, которая в этом году будет, покажет, мы уверены, что огородов, лично подсобных хозяйств и мелких ферм становится больше. Ну, с 1 августа она уже началась, вот эта микросельхозперепись, да? Вот что вы можете сказать жителям и телезрителям нашего канала? Нужно ли им участвовать, как им общаться с переписчиками? Большая часть нашего сельского хозяйства оцифрована. Значит, мы сегодня видим любое движение молока, мяса, поголовья. Значит, у нас оцифрованы все земельные участки. Есть специальная такая, значит, программа, ФИЗСН называется. Значит, с 1 января 2022 года будет оцифровано каждый килограмм зерна. Нельзя будет просто взять, вырастить зерно и продать, если ты не находишься в системе. Это все будет делаться бесплатно за счет федерального республиканского бюджета. Это для аграриев ничего не будет стоить. И дальше. Самый большой страх, который всегда, значит, идет у наших сельхозпредприятий, фермеров и ЛПХ, это перепишут и ведут налог. Да? Гарантированно вам говорю, что никаких дополнительных налогов не будет. Кроме того, мы сегодня ведем переговоры и готовим документы, чтобы вообще обнулить там единый сельхозналог. Поэтому микроперепись не несет за собой какие-либо последствия для тех людей, которые занимаются сельхозпроизводством и личным подсобным хозяйством, увеличение каких-то налогов там и так далее. Это ничего такого не будет. А самое главное, мы увидим, сколько и что у нас есть для того, чтобы выработать стратегию развития на ближайшие годы, на 10, на 15, на 20 лет. Цены на продукты питания – больной вопрос в этом году, начиная с весны. Как вы ее оцениваете сейчас, да, вот на август? И какие действия предпринимаются, чтобы сдерживать эти цены? Ну, я считаю, что причина резкого скачка или падения цен – это, ну, скажем, нечестная работа некоторых, а может и большинство, значит, так называемых спекулянтов. Да? Там те люди, в кавычках, те, которые люди торгуют и всегда зарабатывают на чем, что они могут заработать. Аграрий всегда остается на накладе. Аграрий всегда остается на накладе, и аграрий никогда не повышает цену. Мы как продавали 5 лет назад зерно и мясо, мы до сих пор по этим ценам продаем. Да, там, нам росты не очень большие. Значит, в течение 5 лет у нас вот сахар стоил, самый пик, это был 16 год, он стоил 49 рублей. Да, а в 19 году он стоил 16 рублей. Аграрии работали в убыток. Чуть поднялась до 36, до 42 рублей, уже все обвиняют, что аграрий в этом виноват. Аграрий в этом не виноват. Аграрии не зарабатывают на росте цен. На росте цен зарабатывают нечестные предприниматели, так называемые спекулянты. Да. Этого нельзя ни в коем случае допускать. Поэтому, первое, сырье мы обеспечены полностью. Раз. Два, значит, мы сейчас увеличим количество ярмарок в районах, муниципальных районах, в городских округах. Мы везде будем делать ярмарки, где не присутствуют, скажем так, трейдеры, перекупщики и спекулянты. Мы дадим возможность нашим производителям дойти для покупателя напрямую. Может быть, это не как в крутых там сетевых магазинах будет, да, там, зато это натуральная продукция, которую ты в глаза смотришь продавцу, производителю и покупаешь то, что считаешь необходимым. Поэтому я по рынку ходил, цены очень и очень демократичные. Нельзя говорить, что такие вот резкие. Это в магазине может быть. А так что всех приглашаю на наши ярмарки, да, там, я думаю, до поздней осени и до зимы это будем проводить. Последние 4 года в республике поддерживают покупку техники аграриями. Видите ли вы эффект и продолжится ли тенденция? Самая эффективная субсидия – это субсидирование затрат, которые понесли сельхозтоваропроизводители и фермеры при приобретении техники и оборудования. По нашему примеру, другие регионы тоже поставили. Все порядки отработаны. Это очень честная субсидия, которая позволяет аграриям брать кредиты и, собственно, деньги покупать ту технику, которую необходимо. Значит, для понимания, да, там 18 год, ну возьмем обратно, 20 год куплено на 10,1 миллиард рублей сельхозтехники и оборудования. В 2019 году куплено на 6,5 миллиардов рублей. В 2018 году на 4,5-4,6 миллиардов рублей. В этом году куплено за 7 месяцев уже на 7,1 миллиард. Это больше. В 2022 году? В 2022 году, значит, если мы возьмем планку в 10 миллиардов рублей, значит, на эту планку будем держаться. И это
мощнейшее обновление техники. Мы заняли 3-5 позиции в Российской Федерации по обновлению техники. Огромное количество иностранной техники, российской техники. Я очень много езжу по полям, очень много езжу. Вот такое количество техники я вот визуально не видел в других регионах, в которые я ездил. Да? Ну, не считая только наших соседей. Поэтому большое спасибо аграриям, которые рискуют, покупают технику, высокопроизводительную технику. Это дает сегодня результат. Сегодняшнее зерно мы не потеряем, потому что у нас есть техника. Ильшат Эльдусович, очень много говорится о том, чтобы республика вышла в топ-3, в топ-5 по АПК в России. Что нам мешает туда войти и в какой перспективе мы можем это сделать? За 2020 год мы заняли твердую позицию, 6-е место в Российской Федерации. Значит, это честное наше место. Значит, у нас, еще раз говорю, все оцифровано, поэтому никаких так называемых липовых, значит, цифр нету. Это по факту, потому что все идет уже в электронных базах. Это очень важно, да, там 6-е место среди всех субъектов. Значит, а мы можем дальше расти. Несмотря, что вот бывает там засушливые годы, нам необходимо создавать, и у нас есть идеи, которыми мы сегодня занимаемся, это создание Урало-Поволжского продовольственного центра, когда мы на себе замыкаем все товаропотоки продуктов питания на нашей территории. Это огромное количество субъектов экономики, крупных компаний, мелких компаний, там, РЦшек, ОРЦшек там, и так далее, логистики. Вот это все объединив на нашей территории, мы можем этот товар замкнуть на себе, то есть сделать хабом. Вот когда мы этот хаб запустим, то есть товаропоток по Поволжью, по Уралу будут проходить через нашу республику, тогда мы спокойно сможем увеличивать производство нашей продукции. Это и готовой продукции, и сырья. Но не владея или не управляя товаропотоками, конечно, расти смысла нету. Как меня учили на MBA, сначала продай, потом произведи. Будем работать. Ну, конечно. Спасибо вам большое, что вы нашли время для интервью на БСТ. Спасибо. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был вице-премьер-министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.